Поехали. Ну, давайте мы сначала разберем домашнее задание, а потом вернемся, продолжим, точнее говоря, изучение вот этой темы. Сначала домашнее задание. Давай, наверное, начнем с Юлиной работы, наверное, с Юлиных заданий за прошлые темы. Вот, ну давайте смотрим. По вопросам, да. Угречи хайдыдыр. Угречи учитель, хайдыдыр где? Где учитель? Уртапрай. Кем тадыр тілінің мағыт шоқтанырға болар? Кем тадыр тілінің, смотрите, кем тадыр тілінің, все правильно, мағыт шоқтанырға болар. Вот смотрите, шоқтанырға болар, да, лучше сказать шоқтан полар. В хакасском языке мы еще пока не прошли эти модификаторы. Шохтан пол, умей разговаривать, да, умей говорить. Хакас тілінің кем тадыр тілінің мағат шохтан полар. Кто по-хакасски может хорошо говорить, да. Шохтанырға полар так обычно не говорят. Лучше шохтан полар. А если кем тадыр тілінің мағат шохтанырға ханча, тогда подойдет, допустим, кто любит говорить или разговаривать по-хакасски, тогда это будет правильно. Дальше. Ол хайдан килген. Он откуда пришел? Мандаурте прай. Хайды хакасияда тағылыр пар. Хайды хакасияда тағылыр пар. Манда прай урта. Где в Хакасии горы есть? Нуға біз пост тілін пілбинже біз. Манда прайурте. Почему мы... смотрите, посттылин, я тут читаю, а ошибки не вижу. Посттыль. На самом деле, нужно сказать в данном предложении посттылин. Вот смотрите, посттыль родной язык. Но в хакасском языке, вот сейчас мы будем об этом еще раз говорить, вот как раз по нашей теме, посттылин. Пост свободный язык. И вот этот вот тыль, он имеет форму притяжательного падежа. Посттылин. Обязательно нужно вот это второе существительное поставить в притяжательном аффиксе. То есть в притяжательном падеже посттылин. Нугапис посттылин пильбинчебис. Вот тогда будет правильно. Дальше. Сирер хаджан хабар газета хыгргазар. Вы когда газету хабар читали? Здесь все правильно. Манда прайорте. Так, олар неме тувазар тимир шел пүдірерга хынчалар. Тут все правильно, кроме последнего глагола. Хотят, да? Ну, зачем они хотят построить дорогу, если по-русски, да? Ну, пүдірерга ичелер, лучше сказать. Олар неме тувазар тимир шел пүдірерга ичелер. А так, вся грамматика выстроена правильно. Так. Хайдар отпускте парырбыз. Мында прайурта. Сірір нинже сөстер пілчезір. Сірір нинже сөстер пілчезір. Ну, лучше сказать сірір нинже сөс пілчезір. Как-то так благороднее звучит. Нинже сестер пілчезір. Нинже сестер пілчезір. Но вроде бы тоже как бы вроде и нет ошибки, да, но все равно. Сірір нинже сөс пілчезір. Сколько слов вы знаете? Количество слов, да. Так, ну и дальше идем по падежам. Тин агыста отырша. Тин, если кто не знает, это белка. Агыста на дереве сидит. Урта. Мин киже ибді одырғым. Я вчера сидела дома. Урта. Таңды үлі күн болар. Таңды завтра үлі күн болар. Завтра будет праздник. Урта. Мұның алнында мынды ал болғын. Мұның алнында раньше, давным-давно. Мынды здесь, на этом месте, ал болғын. Все тут правильно. Мынды прай урта. Дальше направление, да. Ол прсекун магазин зар парар. Вот смотрите, магазин зар, да.
В русских словах магазин, последний слог ин, он мягкий. Нужно поставить магазин зер. Не магазин зар, а магазин зер. А так все верно. Ол прсекун магазин зер парар. Да. Мин Санкт-Петербург зар. Вижу зар, так сағынған парарға. Мин Санкт-Петербург. Вот смотрите, опять по Санкт-Петербургу. Вот с точки зрения, вот, вроде бы правильно, но в хакасском языке, смотрите, Санкт-Петербург, он звучит как к, это глухое. И поэтому Петербург, здесь нужно поставить аффикс сар. Не зар, а сар. Санкт-Петербург сар. Г тут превращается в к в хакасском языке. Поэтому сар. Мин Санкт-Петербург сар сағынған парарға. Ну, тут урта, мында урта. Олар Москвазар учушалар. Мында урта. Так. Да. Вот урта. Мин алдын келгім. Я из деревни вернулась. Ол Сахалинден учуган. Вот смотрите, вот, да. Дальше смотрим внимательно. Ол Сахалин заканчивается на сонорное. Обратите внимание. Н сонорное. Так, сейчас подождите, я тут прорисую. Так, ол Сахалин, да, вот это Н сонорно, значит мы прибавляем Сахалин, причем ин на мягкую основу. Сахалиннен, значит, да, прибавляем. Ол Сахалиннен. И теперь дальше. Учух, да. Учух. А корень слова заканчивается на глухое. Учух. И прибавляем хан. Учхан. Помните, да, там в прошедшем времени ганген, ханкен. Учухан. Ол Сахалинна учухан. Он вылетал из Сахалина. Пис хадаттан киллербис. Тут уже правильно. Хадаттан киллербис. Мы из Китая приедем. Серер Тимир шолжа паргзар. Тут верно. Тимир шол. Это железная дорога. Тимир шолжа. По железной дороге. Паргзар шли. Вы шли по железной дороге. Ну вот основные замечания, да. И вот теперь отвечая на вопрос. Постоянно щохтан и щохтанырга. Щохтан это повелевание, да. Вот, говори. Щохтанырга говорить. Инфинитив арга ерге. Щохтанырга. Щохтан пол. Умей говорить, да. Так, теперь давайте рассмотрим домашнее задание Сарины. Так, задание на выполнение последней темы. И читаем. Миның хосхам, моя кошка. Миның шуртызым, моя жизнь. Миның ибдегі тоғызым, моя домашняя работа. Миның алжазым, моя ошибка. Миның өрем, вот өрем. В хакасском языке öre через е пишется. Кратко не пишется öre. Следовательно, будет миның өрем, моя подруга. Миның турам. Так, тут все верно. Кроме öre. Здесь имейте в виду öre через е. Дальше. Синің тоның. Тон, шуба, твоя шуба. Синің хастың. Хасты, знаете, да, это свекр, по-моему, по-русски. Так. Хази. Не. Вот смотрите. На самом деле тут корень слова хасты. Не ын, а ын прибавляется, да, вот ын. Аффикс ын. Хасты корень слова. Хазине то же самое. Пишется через е. Хазине. И прибавляется потом ын. Хазина. Да, вот так вот. Хазина через е. Свекровка, да. Уже. Тут все верно. Ужан. Да, бабушка, твоя бабушка. Луктаем. Так, синан. Вот тай. Вот смотрите, здесь уже ошибка, да. Луктаем. Тае. Корень слова тае. Заканчивается. Вот этого уже не надо.
И получается улуг тайын. Синын улуг тайын. Старший дядя, да. Тайын. Синын тайын. Синын улуг тайын. Вот так будет. Тайы, корень слова. Анын хазазы. Хаза, стайка, да. Анын хазазы, стайка, так. Анын ойын, вот, смотрите, вот тут, вот, ойны жах. Давайте теперь посмотрим, я сейчас вернусь к таблице, да. Ойны жах заканчивается на эх, да. Так, и смотрите дальше. Там нужно будет прибавить ойны жах, ведь у нас, когда ойны жах, но х попадает между двумя гласными и получается г. Ойнажагы. Вот так будет реально. Ойнажагы. Анын ойнажагы будет. Так, игрушка, его игрушка. Анын көлбе. Көлбе это корыто, көлбе з корыто, да. Малты. Малты з. Тут верно топор. Ипше з. Жена. Но есть еще литературное слово палты. Обычно палты говорят. Малты это сагайский диалект. Ну, мы говорим так, малты сагайцы, но в литературе пишется палты. Палты. Ну, вот так, да. Палтызы. Пистың ширыбис. Все верно. Үлүкүнебис. Пистың үлүкүнебис. Наш праздник урты. Пистың алыбыс. Наша деревня урты. Пистың энегебис. Вот, а это уже неверно, да. Энега без орта. Но еще есть вариант энек, да, смотрите, энек. К нему мы тогда еще прибавляем энек, да. Если, да, энега без еще. Качинцы говорят энебис. Вот, я так допишу. Наша корова через 2 е. Пистың энебис еще через е. Неправильно пишу. В общем, имейте в виду, что энегабис, энебис еще есть вариант. Так, алжиларабис, пистың алжиларабис орта, пистың угранжилерабис прай орта. Серернің адыйыңар, ваша собака, туғаннарыңар, ваша родня. Книга, книгаңар, ваша книга урта, көзенек. И вот тоже, тут то же самое. Көзенек, көзене гыңер, да. К озвучается. Т здесь не надо, не нужно. Көзене, так. Вот, көзене, вот, Т здесь не нужно. И көзене гыңер, да. Вот так вот. Көзенегнер. Или көзенегнер. Вот этот и г не нужно, и не нужно. И превращается в е тут. Көзенегнер. И в этом и негер, тут то же самое, там и превращается в е. Поэтому 2 е пишется. Көзенегнер, негер. Вот. А сейчас уже пишут көзенегнер, скорее всего. Көзенегнер уже не напишут. Ну, в газете, по крайней мере. Но произнести могут в жизни көзенегнер, хайдагда, все равно көзенегнер или көзенегер. Ну, все равно скажут көзенегер. Палых и палых то же самое. Палы гыңар, да, должно быть. Палыгыңар и сокращается вот этот г. Палыгыңар. Г сокращается, превращается и получается палингар. А тут и превращается в и. Сейчас говорят сырным палингар. Ну, палыгыңар, я все равно говорю палыгыңар, потому что палингар как бы еще непривычно совсем на слух. Палыгыңар. Вот так. Сырным палыгыңар. Так, дальше. Уларның машинызы. Ит. То же самое, когда на т заканчивается, прибавляем да, получается и д. И д. Вот так вот. Потому что примыкает только кратко и все. И т, и д. А т озвучается в д. И д.
Таргагы. То же самое. Таргах. Х озвучается. Таргагы. Потому что только и примыкает. Ойнажах. Мы там, по-моему, рассматривали то же самое. Ойнажагы. Без Т. Получается. Ойнажагы. Уларның монжи. То же самое. Г. Монжига. Ну, я надеюсь, Сарина, наверное, поняла смысл, да? Когда заканчивается на глухое согласное, да, таргах примыкает и получается тарга г. Да, вот тут. Уйнажах прибавляется, уйнажах монжих прибавляется, монжигэ. Вот так получается. Ну, в принципе, очень хорошо. Так, вот эти все аффиксы, они хорошо, ну, в общем, хорошо сделаны. Давайте еще раз вернемся вот к нашим аффиксам. Ну вот, я на что хотел еще обратить внимание. Дело в том, что вот, когда мы, допустим, да, говорим, вот почему мы, ну, я делаю пока упор именно на эту таблицу. Допустим, обычно в жизни, в логике мы же всегда участвует где-то субъект и объект. Субъект-объектные отношения, да. То есть какой-то человек и что-то с ним происходит. Или какой-то объект и что-то с ним происходит, ну, действие. Глаголы мы уже более-менее как-то прошли. Допустим, отрщам, да. Ну, местоимение. Мы можем теперь как-то местоимение связать, и себя связать с каким-то действием. Мин кюрщем, допустим, да. Мин сахчам, мин пасщам. Или даже мин ибда отрщам. Мин ручканан пасщам. Но когда говорим о другом субъекте, тогда уже включается вот эта серия, вот, ну, аным палызы, да. Уже не о себе говорим, а о ком-то другом. Тогда уже включается тартылгы падеж и говорим аным палызы кинога парща. А структуру сохраняем. Палы, допустим, парща, да. Но только аным палызы кинога парща. Или миның палым кинога парща. Или серер ниме ичезер. Уже вопросы задаем, допустим, да. Таңды кинога парыр зарбы. И вот эти вот две таблицы, которые мы прошли, вот по сути вот эти две таблицы, они уже дают возможность, конечно, при условии, что аффиксы мы уже заучили, допустим, да, и эти аффиксы заучили, вот последние, тогда уже есть уже более широкая возможность для применения этих фраз в жизни, этих возможностей, этих конструкций в жизни. Конечно, надо будет заучить, до автоматизма довести вот эти вот конструкции, да, минус и нагану, да, и связывать вот с этими вот в связи миның палым, синің палым, аның палызы, и как бы чтобы это до автоматизма доходило, пистың палыбыз. Конечно, надо будет это закреплять. Вот я, правда, честно сказать, не знаю, как вам трудно или не трудно вот усваиваться материал, но хотелось бы вот пообщаться на эту тему тоже. Вот как вообще происходит усваиваемость темы, как вы заучиваете, потому что я, честно сказать, пытаюсь, и тут английский язык изучаю тоже еще параллельно вместе с вами на самом деле. Вот я то же самое прохожу, вот только в английском языке. Я вот, например, заучил первую форму, да, вот в английской речи. Вот это я заучил, ну, формы. А тут нет. Раньше проходили, в общем, ладно. И как бы простые формы, они, ну, вроде бы умеешь употреблять, но все равно надо практиковаться. Конечно, практика это самое важное, да. Но вот, давайте я тут еще приготовил, я забыл, что так приготовил, давайте еще пройдем мы опрос и отвечаем на, в общем, пример еще разберем. Давайте смотрите на закрепление последнего задания. Я сейчас даю слово, допустим, да, вы его должны видеть, аргзым, например, и найдите к нему правильное местоимение теперь. Ваша задача к слову найти правильное местоимение из 3 заданных.
Так, один ответ есть. Так, да, все, идем дальше. Правильно, миның арбузым. Так, дальше идет следующий пример. Олғың. Подбираем местоимение, правильно. Так, еще один ответ. Тогда все, два, правильно. Сенің олғың ұрты. Дальше, следующий пример. Пабызым. Пабызы, пабы, отец. Пабызы. Так. Еще один ответ ждем. Так, ждем. Пабызы. Так, пока только один ответ я вижу. Так, ага. Вот смотрите, есть два варианта. Ответили пстың пабызы, аның пабызы, да. Вот смотрите, пабызы это третья форма, третье лицо. Аның пабызы. Пстың пабы быс было бы. Так, ну в общем, так, поняли, да? Пстың пабы быс, аның пабызы. Так, дальше идем. Хызбыз. Хызбыз. Хыз дочь. Хызбыз. Не буду переводить, поэтому кто знает. От слова дочь. Так, да. Пстың хызбыз орты. Два верных ответа. Дальше. Пархы это внук. Пархы внук. Подбираете. Тогда сірернің пархаңар, правильно. Ответ верный. Идем дальше. И последний пример. Туғаны. Туған родственник. Ну, вы по логике поняли, наверное, да, что все местоимения я старался сюда внести миның, оларның, точнее говоря, туғаны, правильно, оларның туғаны, их родственник. Ну, в общем, такой легкий небольшой опрос был. Так, ну, сегодня мы повторяли тему, опять задержались. Я пока тексты не даю, давайте еще раз сделаем домашнее задание. Знаете, вот уже дайте развернутые фразы. Хорошо, вот Сарина, давайте вот на вашем примере. Хорошо, я сейчас еще раз. Так, подождите. Так, в общем, смотрите, сюда вот к этим фразам, допустим, да, надо будет теперь, их нужно обогатить. Минохосхом, допустим, да. Вот как-то миношуртозом. Ну, в общем, нужно написать теперь теми предложениями, обогатив их еще теми аффиксами и падежами, которые мы проходили. В общем, надо будет составить какие-то осмысленные фразы. Можно попытаться будет, ну, может быть, описательное какое что-то, да. Ну, в общем, 2-3 слова. Я не буду конкретно задавать какие слова, а исходя из тех занятий, которые мы проходили. Ну, у вас, по сути, вы были почти на всех уроках. В общем, сформируйте свои принципы, свои слова вот, на ваше творчество, скажем так. И на следующий урок мы их зачитаем, снова посмотрим и пойдем уже дальше осваивать другие
другие падежами должны закончить. И потом дальше пойдем уже осваивать более сложные формы глаголов и описательные уже, в общем, мы приступим к прилагательным наречиям. Мы должны еще теперь начать говорить о красоте вещей, допустим, да, вот это красиво, это некрасиво, это мне нравится, не нравится, допустим, в общем, какие-то описательные вещи. Ну вот, на сегодня пока все. Сургулар парба. Сургулар парба. Пока мы сидим на грамматике, конечно. А знаете, вот у меня еще вот такой вопрос к вам. Я бы хотел с вами пообщаться. Скажите, где-то до декабря, наверное, я еще буду вести в таком же режиме каждый день занятия. Но я хотел бы спросить, можно как-нибудь договориться с вами, что ли, один раз в неделю, может быть, какие-то живые встречи? Вот реально практиковать, ну, допустим, там нас трое пока ходит, да, но сегодня еще вот, 3 человека бы, ну, со мной 4, мы бы где-нибудь встретились бы и реально пообщались бы. Вот есть такое желание? Вот где-нибудь, допустим, в какой-нибудь, не знаю, может быть, это в пятницу, вечером, возможно, да, когда неделя заканчивается, где-нибудь, может быть, в кафешку придем, просто чай купим там или кофе, да, и просто посидим, пообщаемся вживую. Вот. Да, вот, и вот для живого общения, конечно, надо будет уже, понятно, что наше живое общение будет строиться именно вот на тех фразах, на которые я вам давал, да, я буду стараться не выходить из этих фраз, но, конечно, где-то какие-то слова у меня будут проскальзывать. В общем, ну, да, потому что живое общение, оно все равно живое общение. И еще потом у меня другой вопрос. Где-то к декабрю, если будет нормально все, может быть, сделать такой, пусть небольшой, но типа мини такой семинар, да, но официально как бы. Может быть, пригласить людей других и пообщаться бы с ними вживую. Ну, я имею в виду конкретно Иннетеле. Иннетеле — это организация, НКО организовали. И, в общем-то, мы занимаемся продвижением идей изучения хакасского языка. И вы могли бы уже прийти туда, вот с Иннетеле, там тоже у нас небольшая группа людей, и уже вживую с ними пообщаться. Где-то в декабре месяце, может быть, даже специально провести именно семинар, что ли, на тему того, вот, ну, по крайней мере, вы были бы там, скажем так, главные действующие лица, потому что, ну, у вас уже все равно с хакасским языком, я так понимаю, получается уже, вы уже говорите фразами, довольно осмысленно уже говорите, именно говорите, пусть с ошибками, но это пока не важно, как бы это уже потом придет, но зато уже говорите, и было бы интересно. В общем, имейте в виду, что надо будет где-то в декабре такой мини-семинарчик, может быть, на 2-3 часа, возможно, где-нибудь в библиотеке, может быть, в республиканской или еще где-нибудь. В общем, мы там обговорим, и было бы интересно пообщаться. Вот сегодня я хотел у вас еще поговорить на эту тему. Еще одно. Давайте теперь наше занятие мы будем строить уже с обратной связью. Я пока этого не делал, именно в вебинарной комнате. Вот смотрите, например, давайте я сейчас запись сейчас я остановлю, но вы пока не уходите, потому что давай мы сейчас технически проверим, как это работает, и мы потом будем, знаете, что делать. Уже, допустим, я буду включать вас, а вы будете уже говорить, ну, в общем, мы с вами будем общаться вживую. Вот так же, как вы говорите, как я говорю, вы будете говорить, и мы с вами будем каким-то образом общаться. Эта вебинарная комната позволяет это делать. Давайте я сейчас запись выключу, потому что это будут смотреть другие в YouTube, да. Ну, в общем, официально занятие у нас заканчивается, но пока вы не уходите. Сейчас я запись остановлю.